Здравствуйте, меня зовут Винокурова Алиса. Садик Кустук, группа «Золотой ключик». Тема «Неживая природа. Камни». Природа – это все, что нас окружает и не создано руками человека. Неживая природа. Солнце, облако, почва, вода, лед и разные небесные тела. Живая природа. Птицы, растения, грибы, цветы, и животные, и человек. Отличие живой природы и неживой природы. Живая природа растет, питается, ходит, дышит и умирает. Неживая природа наоборот. Не ходит, не дышит, не умирает, не дает потомства. Но оно не умирает и разрушается или меняет облик. Например, когда лед тает, он становится водой. Был проведен эксперимент. Камни – это живая природа или неживая природа? В одну чашу с водой положили камни, а в другую чашу с водой положили горох. На первый день горох чуть-чуть разбух, а камни не изменились. На второй день горох разбух в 2 раза, а камни не изменились. В третий день горох разбух, то есть пророс, а камни не изменились. Было выяснено то, что камни – это не живая природа, потому что он остался таким же. А горох – это живая, потому что он впитал воду и вырос. Все камни – это минерал или твердая горная порода. Всем камням столько же лет, сколько земле. Все камни родились по-разному. Гранит родился из движения вулкана. Янтарь родился из древних деревьев смолы. Хрусталин из кристаллов под землей. Все камни используются по-разному. В медицине, в быту, в строительстве, в спорте и в украшениях. Все камни отличаются формой, цветом и размерами. Бывают фиолетовые, коричневые и красные. Бывают еще круглые, треугольные и квадратные, большие, маленькие и средние. Если пощупать камень, можно почувствовать, что один гладкий, а другой шершавый, с ямочками и с трещинами. Если камень положить в воду, он утонет, и он поменяет цвет, становится ярче. Моя коллекция камней. Эти бусы моей бабушки. И этот камень называется змеевик. Эти бусы тоже бабушкины, но это сделаны из янтаря. Это мои камни, которые я собирала сама в детстве, когда была на море. Спасибо за внимание.